Всем здравия. Благодарю всех за поздравления. Вчера была Купала. Нужно было жечь костры, искать папоротник. Я свой нашел, поэтому просто отсыпался. Хотелось бы ответить всем в одном ролике. Больше в комментариях я с пояснениями выступать не буду, вступать в какую-то полемику. Всем пропагандирующим какое-либо учение, либо являющимся приверженцами этого учения, могу сказать одно. Если вы считаете ваше учение верным, и я должен тоже следовать ему, приходите, мы пройдем 300 километров молча. На 4-й сотне вы мне начнете о нем рассказывать. Потому что очень часто здесь останавливаются разные проповедники, такие же вот адепты каких-либо учений, и порой даже не выходя из машины, с наскоку, с налету, ты не так идешь, не с той ноги шагаешь. Здесь объясню. По поводу денежных средств. Ну, это как бы в основном беспокоит тех, кто сам не оказывает никакой помощи. Ну, и им нужно ответить тоже. Это же тоже люди. Возможно, заблудшие там где-то в чем-то неудовлетворенные по жизни. На счету сейчас 4200 рублей и наличными около 2500. Наличные я сейчас оплачу гостиницу, буду отдыхать 2 дня. Практически неделя стояла неимоверная жара. За пару дней приведу ноги в порядок. Поем горячей пищи. Съезжу в Чины. Здесь 9 километров. Пополню запас медикаментов, продуктов. Камеры запасные возьму. Эту неделю в основном средства уходили на воду. На питьевую воду. Потому что местность здесь болотистая, и для питья вода практически непригодна. Тем более за день она нагревается. На умывание, да. А пить приходилось только бутилированную. Ну и кафе, заправки, там что-то прохладного пить, сок, какую-то воду. 300-400 рублей в день. По деньгам, по-моему, тоже все. По поводу учений тоже сказал. Убедительная просьба не устраивать разногласий в комментариях. Как ни странно, чаще всего это делают именно христиане. Не мусульмане, не буддисты, а именно христиане. Слово терпимо, оно несколько даже оскорбительно. Я с уважением отношусь к любой религии, пока мне ее не начинают насаждать. Вы даже здесь в комментариях начинаете делиться. Вас делят уже на протяжении нескольких тысяч лет. Сейчас не то время, не то место выяснять, чья религия правильнее, чье учение вернее. Прививать какую-то идеологию мне бессмысленно. Я осуществляю право. Право
на жизнь в своей стране. Не в государстве, а в стране. Государство — это временный механизм. Не прочьте мне своих кандидатов. Не прочьте. Вы все увидите по прошествии времени. Да, в принципе, разумному человеку сейчас все понятно. Займите позицию третейского судьи. Ни за, ни против. Поднимитесь над. Найдите и там плохое, хорошее. И там плохое, хорошее. Взвесьте на чаше весов. Вас приучили копаться в контейнере с гнилыми овощами. Меня не втягивайте в это. Я не хочу выбирать из гнилья что-то более-менее съедобное. Всем всех благ. Слава роду. Уруй. Айхау.